мы пошлем тебе, о пророк, слово тяжелое. Пророк, мир ему и благословение, сказал: какой прекрасный человек Абдулла, вот если бы он еще молился по ночам. Ты, мой любимый брат, прекрасный человек, если бы ты еще молился по ночам. И ты, моя почтенная сестра, прекрасная верующая, если бы еще ты молилась по ночам. А если не молишься, то нет. О призывающие к Аллаху, о ученые, я удивляюсь, как призывающий к Аллаху ходит среди людей, желая повлиять на их сердца и очистить их разум, в то время как он не из тех, кто совершает дополнительную молитву по ночам. Такого не бывает, клянусь Господом Каабы, ведь ночь – это признак праведников, это школа праведников. Ночь – это успокоение для любящих Аллаха, это сад скучающих по Нему. Поистине, у Аллаха есть рабы, которые следят за тенью днем так же, как следит пастух за своими овцами, и тоскуют по закату солнца так же, как тоскует птица по своему гнезду. И когда приходит к ним ночь, распространяется темнота, и готовят постель, и каждый человек расстается со своим любимым. Они встают, поворачивают свои стопы к Аллаху, кладут свои лбы на землю и взывают к Аллаху. Они читают Коран и просят Аллаха о благах и наградах. И клянусь Аллахом, первое, чем Аллах одарит их, это свет, который Он вселит в их сердца. И поэтому я утверждаю, тот, кто полагает, что он из числа праведников, и при этом он не совершает дополнительную молитву по ночам, то знайте, что он лжец. Вы скажете, это тяжелые слова, которые мы не привыкли слышать от вас, шейх, но это и есть истина, правда. Это слова господина праведников, слова господина посланников, слова господина богобоязненных, да благословит его Аллах и его семью, который сказал: выстаивайте ночные молитвы. Поистине это было привычкой праведников, живших до вас, и средством приближения к Господу, искуплением грехов, отдаления от осушания, средством избавления от болезней тела. Послушайте еще раз ценные слова пророка, мир ему и благословение. Совершайте ночные молитвы. Поистине это было привычкой праведников, живших до вас. Если ночные молитвы являются признаком праведников, если это черта праведников, то где же ты? Где же ты, о тот, кто не совершает ночные выстаивания? Перед телевизором смотришь фильмы, сериалы и спортивные игры? Где же ты, о та, кто не совершает ночные молитвы? В твоих руках пульт от телевизора, и ты переключаешь один за другим спутниковые каналы? Ты не сделала даже одного ракаата для Господа небес и земли. Ты не открыла книгу Аллаха, велик Он и возвышен, хотя бы книгу какого-нибудь ученого ислама. Имам Малик, да помилует его Аллах, по ночам занимался обязательными делами, то есть он получал знания. И когда наступало предрассветное время, он молился столько, сколько пожелает. Таким образом, по ночам он соединял обязательные и желательные дела. Поистине это милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Давай, пообещай своему Господу, о праведный мусульманин, о праведная мусульманка, что ты будешь совершать ночные дополнительные молитвы. 1 час до утренней молитвы. Поставь будильник за час до утренней молитвы или меньше часа. И если ты не можешь молиться за час до утренней молитвы, то помолись этот час сразу после ночной молитвы. Разве можно так? Разве считается такая молитва? Да, считается. Даже если не спал? Да, даже если не спал. Я не буду приводить аргументы и знаю, что говорю, даже если есть и другое мнение. Ты можешь совершать ночные дополнительные молитвы сразу после ночной обязательной молитвы. Но если же ты спросишь меня о том, что лучше, то нет сомнения, а также нет разногласий между учеными, что лучшее время для ночных дополнительных молитв – это последняя треть ночи. Это время, которое спускается на первое небо Аллах, соответственно Его величию и совершенству. И Господь говорит: «Я царь, есть ли кто-нибудь, кто взывает ко мне, и я отвечу ему? Есть ли кто-нибудь, кто просит меня, и я дам ему? Есть ли кто просит у меня прощения, и я прощу ему?» Поэтому лучшее время для ночных дополнительных молитв – это последняя треть ночи. Однако, если ты не можешь совершать их в последнюю треть ночи, то молись в начале ночи. Предстань перед Аллахом покорно, подними свои ладони к небу. Как же сильно мы нуждаемся в этих стрелах, которые беспрестанно летят в небеса. И под стрелами я имею в виду ночные стрелы, мольбы. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня, быть может, они последуют верным путем.
Абу Бакр Сиддик выстаивал ночные молитвы в начале ночи, а Умар ибн аль-Хаттаб откладывал их на конец ночи. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Бакру: «Ты проявил предосторожность», а Умару сказал: «Ты проявил решимость». И пророк, мир ему и благословение, одобрил действия двух великих и благородных мужчин, одобрив действия Ас-Сиддика, совершавшего молитву в начале ночи, и действия Умара, совершавшего молитву в конце ночи. И это милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. И знай, что раб преодолевает путь приближения к Аллаху только посредством искренности сердца и решимости. И я напоминаю самому себе и моим братьям из числа ученых и проповедников, что мы обязаны проводить час наедине со своим Господом. И я прошу Аллаха, велик Он и возвышен, чтобы Он даровал нам искренность и сделал нас и вас из числа праведников.